На телеканале «Миллет» выпуск новостей. В студии работает Энвера Блязист. Добрый вечер. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил наградами работников сферы торговли Республики Крым в честь профессионального праздника. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия прошел круглый стол, посвященный известному летчику-истребителю, непризнанному герою, военному летчику первого класса Эмиру Сейну Чалбашу. В Госкомнате прошло очередное совещание по вопросам выкупа жилья и оказания материальной помощи. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил наградами работников сферы торговли Республики Крым в честь профессионального праздника. О том, как это происходило, в следующем сюжете. В ходе торжественного мероприятия, выступая с приветственным словом, Сергей Аксенов подчеркнул, что торговля является одной из важных сфер экономики Республики Крым и поздравил присутствующих с Днем работников торговли. В торговле занято 200 тысяч крымчан, это четверть трудоспособного населения Республики Крым. Удельный вес налоговых поступлений от предприятий торговли составляет почти 7% всех налоговых и неналоговых платежей в республиканский бюджет. От стабильной работы торговой отрасли, от вашего профессионализма и ответственности во многом зависит качество жизни крымчан. Отрасль динамично развивается, открываются современные магазины, внедряются новые технологии, улучшается ассортимент товаров и качество предоставляемых услуг. Торговля вносит существенный вклад и в развитие предпринимательства, и малого и среднего бизнеса. Именно она является стартовым видом бизнеса для многих предпринимателей. С поздравительными словами к присутствующим обратились заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Василий Рогатин и министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта. Заверяю вас, вы всегда найдете поддержку в нашем министерстве. Уверен, что внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и профессионализм работников торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям и улыбка будет являться визитной карточкой всех торговых предприятий Крыма. Поздравляю всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле. Пусть труд ваш всегда будет уважаем, востребован, работа пусть приносит вам удовольствие, а успехи и профессиональная удача станут вашими верными спутниками. Мира и благополучия вашим всем. Кроме того, Сергей Аксенов выразил мнение, что без торговли не будет движения вперед ни одного субъекта Российской Федерации. Также он отметил, что от стабильной работы торговой отрасли, профессионализма и ответственности работников данной сферы во многом зависит качество жизни крымчан. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Будет ли площадь перед центральным рынком названа именем дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана? Сегодня этот вопрос обсуждался на первом заседании комиссии по вопросам культуры и межнациональных отношений Общественной палаты. С инициативой назвать именем героя строящийся в настоящее время сквер выступил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек, к которому обратились активист, один из создателей музея дважды Героя СССР Мустафа Мустафаев и Ибраим Ширин. Представители комиссии во главе с председателем Андреем Мальгиным идею поддержали. Площадь перед центральным рынком уже довольно давно носит имя дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана, но должным образом это имя не было увековечено. То есть большой билборд с портретом героя, но это не совсем то, что соответствует масштабу этой личности. Наша комиссия, естественно, поддержала это предложение как очень важное, отвечающее и современным подходам к развитию патриотического воспитания и к уровню развития межнациональных отношений в республике. Теперь ответ остается за Общественной палатой во главе с председателем Григорием Йоффе, после чего Общественная палата окончательно примет решение, и если ответ будет положительным, Общественная палата направит обращение в городскую администрацию. Стоит отметить, что остановка на центральном рынке столицы уже названа в честь Амедхана Султана. Также активисты вынесли предложение установить в новом сквере памятник дважды Герою Амедхану Султану. Сквер очень красивый, находится снова же на площади Амедхана Султана. И мы подумали, что было бы неплохо назвать и сквер именем Амедхана Султана, чтобы носило за собой и патриотическое воспитание. Да? И объединяло бы нас, крымчан, всех вместе, потому что это наш общий герой, это наш общий символ мира, добра, и это тот герой, который на сегодняшний день является нашим символом мирного неба над головой. Будет название сквера, дай бог, имени Амедхана Султана, и при сквере будет и памятник.
Депутат Государственного совета Республики Крым Валерий Гриневич приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере и угрозе убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Следствием и судом установлено, что в 2012 году Гриневич разработал план совершения хищения земельных участков рекреационного назначения, находящихся в прибрежной зоне села Штормовое Сакского района, путем обмана. Кроме того, с июля по октябрь 2015 года Гриневич получил от жителя города Саки $35 тысяч США, за которые обещал решить вопрос о прекращении проводимой в отношении того правоохранительными органами проверки. Также в ходе расследования следователи выявили, что 24 июля 2015 года Гриневич, когда одно из крымских предприятий стало отключать от линии электропередачи подконтрольную ему организацию, пытаясь воспрепятствовать деятельности энергетиков, неоднократно высказал по адресу представителей предприятия угрозы убийством. В Госкомнадсе прошло очередное совещание по вопросам выкупа жилья, оказания материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилья и компенсации за техническое подключение к сетям вода, газа и электроснабжения. На июль месяц предусмотрено финансирование 8 муниципальных образований. Кроме этого, в августе планируется осуществить выкуп жилья еще в 8 муниципальных образованиях. О процедуре мероприятий, связанных с обустройством граждан из числа реабилитированных народов Крыма, подробнее расскажет Сабрия Халиляева. Как выяснилось, уже проведены конкурсные процедуры, связанные с приобретением индивидуального жилья. На эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 100 миллионов рублей. Полностью реализовать программу этого года планируют к ноябрю. По словам заведующей финансовым отделом Госкомнадса Натальи Григорьевой, еще одной успешной программой является оказание материальной помощи гражданам из числа реабилитированных народов Крыма на завершение строительства индивидуального жилья. На сегодняшний день активными являются 5 муниципальных образований. На данное направление работы в бюджете Крыма предусмотрено 19 миллионов рублей. В июле месяце планируется рассмотреть заявки от 50-60 граждан и оказать материальную помощь на сумму 7 миллионов 600 тысяч рублей. Оставшиеся средства в соответствии с помесячным распределением предусмотрены на август месяц. На сегодняшнем совещании перед представителями муниципальных образований определены четкие задачи для обеспечения выполнения данных показателей нашей работы. Кроме этого, граждане из числа реабилитированных могут воспользоваться компенсацией при подключении к сетям вода, газа и электроснабжения. Стоит отметить, что на сегодняшний день поступила лишь одна заявка из Советского района. 1 миллион на компенсацию за подключение к сетям водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Прошу граждан, учитывая эту информацию, те, кто нуждаются в оказании этой помощи, обращаться в районные или городские администрации по месту их проживания. Напомним, что воспользоваться всеми льготами граждане имеют право при наличии справки о реабилитации. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Общественный транспорт возле новой площади на центральном рынке сможет останавливаться не раньше, чем в декабре. К концу года городские власти планируют установить там 3 умных остановки. Об этом сообщил глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев. Также он подчеркнул, что обещание было выполнено и новую площадь сделали к середине июля. Остались работы по освещению, переносу контактных сетей и сетей, которые идут под землей. Сейчас ведут работы по расширению кармана для общественного транспорта. Также расширяют поворот на Севастопольскую, сказал Бахарев. Власти Симферополя намерены перекрыть улицу Бульвар Франко. Пресс-служба администрации сообщила, что улицу перекроют из-за необходимости ремонта теплотрассы. Связано это с жалобами жителей, которые на протяжении 3 месяцев вынуждены обходиться без горячей воды. Работы на участке протяженностью 220 метров начнут выполнять с 5 августа и планируют закончить в течение 2 недель. Временный объезд будет осуществляться по улице Троллейбусная. Также в городе перекрыты участки улиц Толстого и Карла Маркса.
В Госкомнадзе Республики Крым состоялось очередное совещание, где был представлен отчет о строительстве 10 объектов, которые включены в федеральную целевую программу. Заместитель председателя Госкомнадзе Надир Нуманов подчеркнул, что впервые за все время проведения совещаний отмечена продуктивная работа и положительная динамика на всех объектах. Виден результат. В рамках совещания Надир Нуманов выразил благодарность руководству и сотрудникам ресурсоснабжающих организаций Крыма, таких как «Вода Крыма», «Крымэнерго» и «Крымгазсети». Сегодня все эти объекты, они освобождены от обременения. Это очень большой плюс, который позволит продолжить работу достаточно эффективно. Но что хотелось бы сказать? В числе лидеров остаются у нас те же организации и структуры. То есть образцом могут послужить те объекты, которые в плане находятся четко в графике. Это как детский сад на фонтанах, КИПУ, строительство КИПУ. В принципе, достаточно, будем говорить, показательные эти объекты. То есть даже есть определенное опережение графика. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия прошел круглый стол, посвященный известному летчику-истребителю, непризнанному герою, военному летчику первого класса Эмирусину Чалбашу. 5 января 2018 года будет ровно 100 лет со дня рождения Эмирусина Чалбаша. С целью достойно провести знаковую юбилейную дату в музее встретились общественные деятели, писатели и сотрудники госучреждений. Были озвучены предложения по поводу увековечивания имени Эмирусина Чалбаша. Об итогах круглого стола знает наш корреспондент Султания Ситакаева. Эмирусин Чалбаш родился 5 января в 1918 году в деревне Шума Алуштинского района. В 1940 год окончил Качинскую школу военных летчиков и как один из лучших пилотов был оставлен в школе инструктором. В период Великой Отечественной войны прошел путь от летчика-истребителя до заместителя командира авиадивизии. За время пребывания на фронте совершил 360 боевых вылетов и сбил 17 самолетов. Эти имена, которые должны сверкать. Потому что в 41-м орден он достоин 4, в 44-м, 45-м. Потому что летали на старых самолетах, летали на задания, которые были невыполнимые. Вместо того, чтобы каждый занимался своим делом, истребители занимались штурмовкой. Самолеты не приспособленные выполняли разведку и так далее. И вот в этих условиях Чалбаш сбил 11 самолетов. За заслуги перед Родиной Эмирусин Чалбаш был награжден 3 орденами Красного Знамени и 3 орденами Красной Звезды, орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого и 2 орденами Отечественной войны и 13 медалями. После выхода на пенсию более 10 лет проработал в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. В 1965 и 1991 годы представлялся к высшей правительственной награде Героя Советского Союза. Но представления не были реализованы. Сегодня в ходе мероприятия Айдер Эмиров предложил написать обращение на имя президента России и подготовить документы на представление звания Героя России Эмирусину Чалбашу. Мы подготовим обращение президенту России Владимиру Путину для того, чтобы представить Эмирусина Чалбаша к званию Героя России. Я считаю, он достоин. Также сегодня обсудили мероприятия, которые могли бы наилучшим образом увековечить память легендарного летчика. В частности, прозвучали предложения установить памятник Эмирусину Чалбашу, издать книгу о нем, снять документальный фильм, выпустить монету в честь его столетия, провести ряд тематических классных часов в образовательных учреждениях, организовать вечера памяти. Наша первая цель – это получить распоряжение Совета министров для того, чтобы достойно провести ряд мероприятий. Нужно выпустить воспоминания Эмирусина Чалбаша и установить стелу либо в деревне Шума или в Алуште, но это уже решит комиссия. Представители Госкомнадзе и медиацентра имени Исмаила Гаспринского заявили, что готовы принять все предложения для рассмотрения и в кратчайшие сроки найти пути их реализации. Со стороны медиацентра и Госкомнадзе, готовы поддержать те предложения, которые мы сегодня с вами примем. Естественно, они должны быть выполнимы. И у меня просьба, если мы будем говорить какие-то предложения, чтобы
был готов механизм его осуществления. Инвалид первой группы Второй мировой войны, кавалер 9 боевых орденов, военный летчик первого класса Эмир Усейн Чалбаш умер в 2005 году. Похоронен в городе Алушта. Вдова Людмила Никитина сообщила, что к столетию будут изданы личные рукописи Эмира Усейна Чалбаша под названием «Крылья крепнут в полете». Память, которая живет во мне, она объемнее всех книг и всего, что только о нем было известно. Вот это вот моя любимая фотография. Значит, я хочу еще вышить этот портрет. По итогам мероприятия создана рабочая инициативная группа, которая будет взаимодействовать с органами власти в части реализации памятных мероприятий. Султания Истакаева, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». В Международный день шахмат в Артеке прошли соревнования среди воспитанников и вожатых. Сборные команды и сильнейшие игроки определились накануне в отборочных турах. Кроме того, организаторы праздника представили сеанс одновременной игры с шахматистом высокого класса. Как проходило острое соперничество за победу, расскажет Диляра Шевкетова. Любители древней игры сразились в командном первенстве по шахматам. Проводилось оно по швейцарской системе в 5 туров. Самым молодым участником стал житель Гурзуфа Тимур Бубицкий. Уже в 4,5 года он начал постигать азы шахматной игры. В отборочном туре занял 2-е место и выполнил норму 4-го разряда. Поступил в 1-й класс артековской школы. Его соперником стал старшеклассник, и Тимуру удалось выиграть 2 партии. Для меня это шахматы самая умная игра. Я тренирую свой ум. Думаю, что шахматы в жизни помогут. Увлеченные шахматной игрой, а это 60 участников из разных стран и 27 вожатых, развивали изобретательность и логическое мышление на протяжении всего дня. И только сильные шахматисты смогли радоваться красивым комбинациям и стать победителями. Нас заранее всех собрали, нам удалось познакомиться, мы с друг другом поиграли, всех узнали, сплотились. Нам удалось правильно распределиться, то есть каждого мы определили на свою доску, и упорной работой мы заработали кубок. Родина логической игры – Индия. Армения – первая страна в мире, которая ввела в школах новый предмет – шахматы. Главный судья соревнований Ромео Хатоев убежден, что советская школа была лучшей, и эту традицию нужно сохранять и приумножать. Очень приятно, что вот наши дети, которые представляют все регионы Российской Федерации, они с большим интересом и вниманием относятся вот к шахматной игре, и очень много детей занимаются шахматами, это хорошо. Ярким событием для лучших шахматистов Артека стал сеанс одновременной игры с шахматистом высокого класса Юрием Айрапетяном. Игра держала участников в напряжении более 2 часов. Освоив шахматную премудрость, бывший воспитанник Артека именно в этом зале участвовал в шахматной олимпиаде. Спустя 18 лет он снова здесь, выиграл 13 партий из 14 и очень рад, что обрел достойного противника. Я ему бросил уже реванш на самом деле, но Антон, я говорю, вот мы разыграли достаточно интересный дебют, но немного, так, если шахматным языком выражаюсь, позиционный, да, и в позиционной игре я там применил определенную идею, которая, как мне казалось, дает мне там позиционный перевес. Но однако я упустил тактический нюанс, которым Антон, надо сказать, воспользовался блестяще, там буквально 3-ходовая комбинация, но комбинация, которую я не заметил, и это, конечно, приятно, еще раз повторюсь. Нет даже доли сожаления от того, что я проиграл эту партию. Антон Сидоров был вовлечен в волшебный мир шахмат своим отцом еще в раннем возрасте. Древняя игра учит его думать без слов, чувствовать характер и силу воли соперника. Этот сеанс стал для Антона настоящим праздником. Помимо победы своей команды в первенстве, юноша впервые показал лучший результат в поединке с гроссмейстером. А прошлогодняя игра с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Корякиным закончилась в ничью. Он избрал вариант Рамповского, и постепенно игра перевелась в лондонское начало. И там получилась примерно равная позиция. Игра была немножко однобокой, и он решил провести атаку на ферзевом фланге. Но там не удалось его поймать, его ферзь запутался в своих же фигурах. Я ловкими действиями смог его поймать. В итоге забрал у него ферзя за 2 фигуры, а дальше легко переиграл. Юные участники надеются, что шахматы будут помогать им в дальнейшем жизненном пути. Ведь шахматы расширяют кругозор, вырабатывают целеустремленность и обогащают внутренний мир. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет».
В Крым прилетела балерина Анастасия Волочкова. Известная балерина, певица и модель выступит по всему Крыму с концертами в рамках благотворительного проекта «Симфония добра». Артистка будет находиться с 21 по 26 июля в Феодосии, Ялте, Семьизе, Евпатории и Белогорске на бесплатных благотворительных концертах. Что касается санкций базы данных «Миротворец», Анастасия Волочкова ответила, что не боится, а Крым для нее – родной край. Моя задача объединять нас всех. Я в Крыму для того, чтобы дарить Крыму свою душу, свое творчество, свои силы. И мне не важно, если меня куда-то не пустят. Главное, чтобы меня пустили в Россию и не выпустили именно отсюда посредством моего творчества. Потому что, вы знаете, я патриот своей страны, и я должна быть здесь, потому что именно российским детям и российской молодежи я могу дать гораздо больше, чем я могу дать детям и молодежи на Западе и где угодно. И в этом мое предназначение, моя миссия. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе всех событий.